Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Новых случаев заражения коронавирусом становится меньше. Озвучим свежую сводку по эпидобстановке. Эпосы народов мира. Якутский героический эпос «Нюргун-Ботур стремительный» переведен на алтайский язык. Бриллианты Якутии засверкали на главной площади столицы. Тема конкурса ледовых скульптур «Новогодний Якутск». Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в 7-й межведомственной конференции Министерства обороны. Мероприятие проходит в Москве под руководством министра обороны России Сергея Шойгу. Участники конференции обсудили широкий спектр вопросов, историю становления и роль межведомственных отношений в обеспечении обороны государства, выработку основных направлений информационного взаимодействия, вопросы формирования исторической памяти граждан. В рамках конференции работала историческая выставка, посвященная развитию системы межведомственного взаимодействия со времен древнерусского государства до современной России. Снижение темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом отмечают в Якутии. Еще 258 человек заболели ковидом в регионе за сутки. Из них 119 в Якутске. Всего 139 человек заразились в 19 районах республики. В Мирнинском 25, в Нерюнгринском 21, в Алданском и Хангалатском районах по 15 случаев. В Нюрбинском районе 12, в Усть-Алданском 9, в Ангинском 7. В остальных районах от 1 до 6 заболевших. За сутки лаборатории региона исследовали более 4000 проб на коронавирус. В Ленскую больницу закупили дополнительный кислород для больных ковидом. В инфекционное отделение поступили 5 дополнительных концентраторов. Итого сейчас их 19. Оборудование привезли из Москвы и Новосибирска. Концентраторы вырабатывают по 10 и 15 литров кислорода в минуту, в зависимости от объема. Компрессоры внутри из воздуха концентрируют кислород. Он поступает к больному через трубки. В общей сложности в этом году Ленская ЦРБ получила 10 концентраторов от Минздрава и спонсоров. Один аппарат стоит больше 100 тысяч рублей. Гарантийный срок у него до 3 лет. Гарантийный срок предусматривает то, что он не будет круглосуточно работать постоянно. Да, должны быть перерывы. Учитывая поток пациентов и учитывая то, что они работают круглосуточно, конечно, износ за год гарантию свою он изнашивает. К другим темам. Якутский героический эпос «Нюргун-Ботур стремительный», признанный шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, теперь переведен на алтайский язык. Алтайское название перевода «Нюргун-Батыр». Сегодня в Государственном собрании Илтумен с участием алтайских гостей прошла презентация книги. Напомним, инициативу по изданию эпоса на алтайском языке поддержало правительство Республики Алтай. Международный проект по обмену взаимными переводами эпических произведений эпоса народов мира под эгидой ЮНЕСКО был инициирован председателем якутского парламента 5-го созыва Александром Жирковым. В рамках проекта алтайский эпос «Маадай Кара» был переведен на якутский язык в 2017 году. Мы уже поддерживая это очень важный проект, мы на алтайский язык перевели «Нюргун-Ботур стремительный», а до этого наш героический эпос «Маадай Кара» был переведен на якутский язык. До этого кыргызский эпос, сейчас и Урал-Батыр башкирский переводится. Вот это и есть то, что нас сегодня объединяет, то, что нас сближает, а это наши этнокультурные корни. Поэтому сегодня, я думаю, это большое событие, презентация как раз переводов от Нюргун-Ботура стремительного на алтайский язык и Маадай Кара на якутский язык. С большим удовольствием приехал и хочу всех наших братьев, друзей поздравить с этим событием. Именно благодаря таким переводам, допустим, якутские и алтайские народы становятся еще ближе. В канун Дня матери в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице впервые выполнена операция 2 детям – 3-летнему мальчику и 4-летней девочке с диагнозом врожденная катаракта. Операции проходили под общим наркозом, каждая из них длилась менее часа. Материнские сердца были спокойны, всецело полагаясь на профессионализм якутских офтальмологов. Таким образом, благодаря высокому профессионализму и возможностям больницы, операции для детей проходили в Якутске. Семьям не пришлось ехать в Москву. Спасибо.
возраста у нас все-таки все люди в возрасте, поэтому, конечно, я, например, считаю, что мы здесь оказываем очень нужную помощь. Центр доп. Образования СРГ в Ленске на безвозмездной основе предоставляет различные услуги старшему населению. Там изучают английский язык, шьют, создают украшения, играют на гитаре, танцуют и занимаются спортом. Сюжет Анны Кожевникова. Вся эта красота с колоритными якутскими орнаментами и украшениями не фабричного производства, сделана своими руками мастерицами Центра дополнительного образования СРГ. Это одно из направлений для взрослых. Здесь можно научиться шитью от самых азов и до такой вот виртуозной работы. В прошлом году женщины шили себе зимнее пальто в якутском стиле. Сейчас подобные работы готовят мастерицы в Биченче. Эти дни онлайн работаем, в субботу встречаемся очно. У них там первый год обучения получается, тоже вот шьют пальто якутское. И это мы покажем в марте. Не только шитьем, еще в Центре доп. Образования СРГ занимаются рукодельницы в хендмейд-студии «Арт-декор». Тут женщины создают различные предметы интерьера и украшения. Ходить сюда очень нравится. Мы тут занимались, делали светильники, которыми дома пользуемся. Делали эти заколки для девочек, розочки, ободки делали. А сейчас готовят новогодние украшения. Руководит студией Айталина Бродникова. Помимо прикладного искусства, среди взрослых обучающихся популярны и такие творческие направления, как игра на гитаре и даже восточные танцы. Одно из самых актуальных сегодня стало направление туристический английский. Его преподает опытный педагог Екатерина Гуринова. Мне интересно, я достаточно долго занималась английским языком, немножко подзабыла. А язык – это дело такое, его нужно постоянно практиковать, разговаривать. Мы вместе с мужем ходим, поэтому нам интересно. И детей также тоже приобщаем. Обучают в СРГ и компьютерной грамотности с самого нуля. Эта группа создана для людей в возрасте 55+. Но и это еще не все. Какой досуг сегодня может быть без спорта? В Центре доп. Образования создана фитнес-студия «Леди Фит». Ее состав 50 человек, занимаются уже второй год. А возраст у нас совершенно разный. То есть у нас есть и детская группа. Сейчас у нас открылась группа «Мама-ребенок». Мы будем давать объявление о наборе. То, что это была наша разработка, новинка. Спасибо, что нас поддерживает наше руководство и дает такую возможность открыть такие новые направления. И старшая группа, естественно. Очень приятно здесь заниматься. Маргарита создала такую какую-то особую ауру. У меня сложность вызывает планка. А так, в общем, если какие-то проблемы возникают, не обязательно это все делать. Всего в СРГ обучается более 2000 человек. Это и дети, и взрослые. А самое главное, что все направления на безвозмездной основе. Тогда как в больших городах люди платят немалые деньги за любое доп. Образование. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня день открытых дверей в пункте передержки животных в Якутске. Мероприятие проводят под эгидой Всемирного дня домашних животных, который ежегодно отмечают в России 30 ноября. Суть акции «Помоги мне стать домашним» проста. Любой желающий может прийти в пункт и найти себе самого преданного и доброго друга. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Валерия Стручкова – одна из первых гостей Дня открытых дверей. У нее уже есть собака, так что взять еще одного не сможет. Но это не мешает неравнодушной горожанке помочь четвероногому другу. На страничке в Инстаграм у пункта было сказано, что сегодня день открытых дверей, можно принести одеяло и всякие цепи, всякие штучки, которые им нужны. Вот я поэтому принесла и заодно поснимала у себя в Инстаграм, выложу, может кто-нибудь захочет взять. Сегодня в приюте порядка 600 собак. Большинство из них специалисты отловили на улицах города. Но есть и хозяйские собаки. И, к сожалению, их большинство. Да, попадают домашние собаки в отлов. Иногда даже приходят со скандалами хозяева, что чуть ли не украли, а на самом деле их собака на помойке ест. Но я считаю, что это вообще как-то, как сказать, да, безответственность, жесткая. Самовыгула в принципе не должно быть. В планах у работников пункта внести изменения в законодательство и внедрить систему штрафов для хозяев собак, которых поймали на самовыгуле. Такая практика дала бы видимый эффект, и собак на улицах стало бы в разы меньше. Я надеюсь, штрафы будут огромные, чтобы когда собака сбежала с цепи, сорвалась или еще что-то, чтобы хозяин впереди этой собаки бежал и понимал, что ему придется отдать крупную сумму денег штраф. Я надеюсь, штрафы будут огромные,
чтобы когда собака сбежала с цепи, сорвалась или еще что-то, чтобы хозяин впереди этой собаки бежал и понимал, что ему придется отдать крупную сумму денег штраф. Сколько они платят? Сколько вообще? Какие-то штрафы? Штрафных санкций на сегодняшний день нет вообще, они только вот в процессе, в проекте. Механизм действий здесь уже отработан. Специалисты отлавливают и помещают собаку на карантин. В течение месяца их успевают чипировать и стерилизовать, после чего снова выпускают на улицу. Вот таких вот совсем крохотных малышей сегодня в пункте передержки примерно 50 штук. Их также выпустят на улицу примерно через полгода, если они не обретут себе хозяев. Так что подходите в пункт и подарите жизнь вот такому вот крохе. Корма для собак работники приюта стараются закупать впрок. Сухой корм разбавляется с кашей, чтобы было сытнее. В зимнее время четвероногие больше всего нуждаются в будке. На днях такие красивые домики подарила приюту одна из строительных фирм столицы, собрав их из остатков досок. И ведь каждый может сотворить такое чудо и подарить свое тепло братьям нашим меньшим. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. Бриллианты Якутии засверкали на главной площади столицы в рамках 6-го открытого городского конкурса по ледовым и снежным скульптурам. Сегодня на площади Орджоникидзе проводят блиц-турнир среди мастеров. Тема конкурса «Новогодний Якутск» посвящена предстоящему 390-летию столицы республики. В конкурсе участвуют 20 команд из 9 улусов и города Якутска. Члены жюри вечером подведут итоги блиц-турнира и определят призовые места. А награждение пройдет 2 декабря в ледовом парке «Северное сияние». Всем победителям и номинантам вручат кубки, медали, дипломы и сертификаты. Киносборы снятых в этом году якутских фильмов более чем на 10 миллионов рублей превысили уровень 2019 года. Об этом сообщил первый замминистра культуры республики Владислав Левочкин на форуме «Российская креативная неделя Сибирь». Так, в текущем году собрали 56 миллионов рублей, а в 2019 году сумма сборов равнялась 44 миллионам. Замминистра уточнил, что за неполный год выпущено 12 картин. Самым значимым событием стал выход во всероссийский прокат исторической ленты «Тагандархан», которую снимали к юбилею республики. Бюджет фильма составил 255 миллионов рублей. В массовке участвовали 10 тысяч якутян. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.